Салям алейкум, хайрлых шамлар, приветствую. Меня зовут Гульсум Халилова. Информационная служба АТР работает для вас. Присоединяйтесь к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +38 073 419 41 58. Звоните нам по видео по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Ну а мы наш эфир начинаем со следующего информационного сообщения. Эстония будет принимать участие в Крымской платформе, организованной Украиной для освобождения оккупированного Россией Крыма. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Эстонии. Предлагаю послушать. Будучи відданим прихильником міжнародного порядку, заснованого на правилах, Естонія зобов'язується брати участь у Кримській платформі, ініційованої Україною. На прошлой неделе в пятницу Литва также поддержала создание украинской международной крымской платформы и планирует принять участие в ее деятельности. Об этом сообщил посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапінас. Литва підтримує рішення України створити міжнародну кримську платформу і планує брати участь у її діяльності. Ми згодні з думкою Києва, що ця ініціатива допоможе консолідувати політику невизнання, протистояти мілітаризації Криму, стежити за ситуацією з правами людини і екологією, піднімати інші невідкладні проблемні питання, що виникають через окупацію Криму. Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко з нами зараз на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю вас. Доброго вечера. Насколько серьезную и важную роль будет занимать Эстония, которая тоже пережила 2 советские оккупации совместно с другими странами Балтии в рамках Крымской платформы? Будет играть важную роль. Я бы сейчас не выделял отдельно роль какой-то конкретной страны. Здесь важно совместное действие, совместная позиция. Принципиально важно, что и Литва, и Эстония, а я думаю, что круг этих стран будет расширяться, это страны, члены Европейского Союза. Вот это принципиально важно. Они могут доносить позицию Крымской платформы изнутри Европейского Союза. И они могут быть промоутерами, агитаторами, адвокатами, если можно использовать этот немножко уже заезженный термин, в продвижении идеи Крымской платформы, в борьбе за украинский Крым и за права крымско-татарского народа. Вот это самое главное. Об идее Крымской платформы мы говорим уже давно. Впервые она прозвучала из уст министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Германии, когда он встречался со своим немецким коллегой. Потом уже на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН об этом заявил Владимир Зеленский. Ну и до сих пор мы пытаемся понять, какой будет формат этой платформы, какой будет концепт. Вот у вас есть хоть какое-то примерное понимание, исходя той информации, которой мы уже владеем, вот как она будет выглядеть, что это будет за платформа и как она будет работать? Думаю, что и про формат платформы, и про содержание ее деятельности логичнее спрашивать министра иностранных дел Украины господина Кулебу. Можно также спрашивать ответственных чиновников Офиса президента Украины, потому что они этим занимаются. Я за них не стал бы заниматься какими-то предположениями. Единственное, что я могу предположить, это будет площадка, на которой будут осуществляться совместные международные действия по инициативе Украины и наших партнеров для того, чтобы совместно доносить и проблематику деоккупации Крыма, а также обращать внимание международного сообщества на конкретные проблемы, которые возникают в Крыму, в частности, нарушение прав человека, преследование крымско-татарских и украинских активистов. Вот здесь очень важны совместные действия. Как это будет работать, это уже скорее вопрос дипломатической техники. Скорее всего, будет создана штаб-квартира этой платформы, некий офис рабочий, будут проводиться собрания участников платформы и какие-то конкретные акции, международные конференции и другие формы привлечения внимания к проблеме Крыма. Ну, а какие-то все-таки решения может принимать эта платформа? К примеру, может ли она разрабатывать
механизмы давления на Российскую Федерацию, возможно, какое-то санкционное давление на Россию? Ну, естественно, участники этой платформы, и украинская сторона, и страны-участники этой платформы будут выдвигать конкретные предложения, в том числе и по санкционному давлению. Но здесь я бы советовал быть осторожным в ожиданиях. Не стоит думать, что уже сейчас само появление этой платформы приведет к новой волне санкций. Мы же видим, даже Турция, которая очень чувствительна к проблемам Крыма, действует очень осторожно в этой проблематике. Точно так же и ведущие державы мира, от Соединенных Штатов до ведущих стран Европейского Союза, поддерживая Украину и украинский статус Крыма, они очень осторожно действуют в вопросе санкций. Поэтому разрабатывать конкретный пакет действий, в том числе и предложения по санкциям, это очень важно. Тогда Вот, чем что будет возможно, эта на мой платформа? взгляд, Тогда да, чем вот я конкретный пример просто приведу. Думаю, что сейчас речь идет не столько о каких-то новых санкциях, это будет сложно продвинуть, а вот о том, чтобы максимально эффективно действовали уже нынешние санкции. Ну, например, контроль за минимизацией экономических связей с оккупированным Крымом. Чтобы каждый корабль, который заходит в крымские порты, он подвергался конкретным санкциям, чтобы любая западная компания, которая попыталась что-то делать на территории оккупированного Крыма, чтобы она также сталкивалась с конкретными санкциями. Вот это будет действовать гораздо сильнее. Давайте обсудим с вами еще Донбасс. Российская сторона готова к переговорам по украинскому плану действий для достижения мира на Донбассе. Об этом сообщил советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. В эфире канала «Украина-24» вот что он сказал. Але якщо домовилися про зустріч, то, мабуть, це означає, що і Росія готова розглядати його. До того ж, вона розглядала його на загальному засіданні та на засіданні політичних підгруп. Це означає, що вони готові говорити, а оце не відповідає і таке інше – це звичайна риторика, яку ми чуємо багато років поспіль. Проте багато що зроблено і багато що буде зроблено. У мене є стриманий оптимізм щодо цього. Также в офисе президента после встречи советников лидеров стран Нормандской четверки заявили, что Франция и Германия поддержали идею Украины о плане действий по ТКГ. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента. Встреча, как известно, состоялась 13 ноября в формате видеоконференции. Украину на ней представлял глава офиса президента Андрей Ермак. И вот что он сказал. Ми розглядаємо цей документ як такий, що стосується імплементації мінських домовленостей у роботі тристоронньої контактної групи. Цей документ є результатом усіх важливих напрацювань як у нормандському форматі в минулому, так і в роботі тристоронньої контактної групи. Я вважаю, що у разі знаходження порозуміння цей план спільних кроків може дійсно стати основою великої дорожньої карти, яку ми можемо прийняти на рівні нормандського формату. Пане Володимира, вот этот план совместных шагов одни поддерживают, другие критикуют. Вот как он вам и чем он отличается, собственно, от Минских соглашений? Нет, отличия, конечно, есть. Надо учитывать, что это в первую очередь ответ на план сепаратистов, который они представили еще в октябре. С другой стороны, это принципиальная позиция Украины в переговорном процессе. Я бы рассматривал этот план как некую начальную точку. И именно как формулировку нашей позиции по имплементации Минских соглашений. Смысл дорожной карты заключается в том, как выполнять Минские соглашения. Какая последовательность, какие шаги нужно делать в первую очередь, как будут взаимосвязаны между собой отдельные пункты в выполнении Минских соглашений. И здесь позиции сторон тоже различаются, и очень сильно. Поэтому мы сделали абсолютно правильно, что заявили такой план. На что нужно сделать акцент, вот и я бы на это обращал наибольшее внимание, это демилитаризация конфликтного региона. Без этого, без прекращения военных действий и без демилитаризации территории ОРДЛО, отдельных районов Донецкой и Луганской областей, невозможно будет реализовать Минские соглашения.
Если тема демилитаризации будет обсуждаться, конкретизироваться, будет формализовано в ряде конкретных действий, когда, в какие сроки, в каком объеме, какая последовательность разоружения незаконных вооруженных формирований, вывода оккупационных войск и так далее. Вот тогда можно говорить, что появится шанс на выполнение Минских соглашений. Ну, вот Но план- пока это начальная точка. Но вот этот план предусматривает сначала исполнение части по безопасности, установление украинского контроля над границей, демилитаризация этой территории, уже потом проведение местных выборов там. Скажите, 4 месяца для этого достаточно, вот, которые установили, сказал Леонид Кравчук, что выборы, возможно, проведут 31 марта. Вот 4 месяца для установления контроля, для демилитаризации территории, потом осуществления верификации этого вывода. Это вообще реально? Ответ достаточно простой. Это маловероятно. Почему была предложена именно дата 31 марта, мне сложно сказать. Надо Леонида Макаровича об этом спрашивать? Возможно. Это был способ, скорее всего, чисто тактически ускорить проведение встречи в нормандском формате. Угу. То есть это такой сигнал и России, и сепаратистам, и западным странам Германии и Франции, которые участвуют в переговорном процессе. Если вы хотите быстрого продвижения вперед, а мы готовы. Вот мы заявляем, что мы готовы даже к проведению выборов в конце марта следующего года. Но тогда встречаться надо уже сейчас. Но если оценивать с точки зрения процедуры, будем реалистами. Даже если встреча лидеров нормандского формата состоится где-то в декабре, а раньше уже точно не получится, думаю, в декабре вряд ли, но тем не менее, то понадобится время, а это как минимум несколько месяцев, минимум несколько недель, а скорее всего и гораздо больше, на то, чтобы обеспечить хотя бы нейтральный контроль над границей, чтобы передали Украине международным организациям. Демилитаризация, опять-таки, потребует времени. А на сами выборы 2-3 месяца. Даже по нашему закону, при нормальных условиях, процедура подготовки к выборам — это 2-3 месяца. Поэтому реально в конце марта выборов не будет, это можно сказать наверняка. А сам этот заявленный срок — это способ ускорить переговоры по данному вопросу. Скажите, а есть ли смысл сейчас проведения встречи 4 лидеров в нормандском формате, если даже прошлое коммюнике заключенное, оно не выполнено? Смысл всегда есть. Смотрите, сейчас стала, к сожалению, несколько хуже военная ситуация на Донбассе. Вот мы наблюдаем последние недели регулярные нарушения. И есть уже и погибшие, и раненые, и число нарушений стало просто регулярным. Раньше хотя бы было несколько дней, когда вообще не стреляли. А сейчас каждый день, пусть немного, но стреляют. Это первая проблема. Надо совместно договориться о реальном обеспечении режима прекращения огня. Более того, не выполняются условия перемирия от 22 июля. Я напомню, там был запрет на снайперскую войну. Она продолжается. Пусть эпизодически, но, к сожалению, продолжается. Есть запрет на беспилотники. А беспилотники летают и используются в военных действиях. Это только вот конкретные факты. Есть и нарушения по инженерным сооружениям и так далее. Вот это надо обсуждать. Не решается вопрос об обмене пленными и заключенными. И надо договариваться по дальнейшим шагам. Вот еще один конкретный пример. Договорились в трехсторонней контактной группе, что нужно открыть 10 ноября 2 новых пункта въезда-выезда. Украинская сторона сделала со своей стороны все возможное. А та сторона не открывает передвижение по этим пунктам. Вот конкретные проблемы, которые надо обсуждать. И раз это не получается сделать на уровне трехсторонней контактной группы, то это надо делать в нормандском формате. Пане Володимире, у нас есть телефонный звонок, давайте примем. Алло. 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 Да, добрый вечер, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, Алло. задавайте ваш вопрос. Да, мы слышим вас. Это господа Халилова? Да, мы слушаем вас, вы в прямом эфире. Спасибо. Господа Халилова, тут у вас ваша передача, господин Крещенко. У меня к вам два вопроса. Первый вопрос. Почему должен разоружаться
Донбасс, если Киев Донбасс? А во-вторых, кто мне объяснит толком? Киев хочет присоединить Донбасс, и Донбасс рвется в Киев. Почему Киев ставит условия Донбассу? Понятно, спасибо большое. Пане Володимире, вам продублировать или вы услышали? Ну, я не все расслышал, но, знаете, вот концовка была очень показательна. Кто кому ставит условия? Донбасс не является самостоятельным участником переговоров. Я напомню, что часть Донбасса находится под контролем Украины. 1,5 миллиона жителей Донбасса, это минимум, вынуждены были покинуть этот регион. Поэтому говорить, что какой-то Донбасс ведет переговоры с Украиной, это неправда, это не соответствует действительности. Ведут переговоры между собой Украина, Россия и ОБСЕ. Представители так называемых сепаратистских республик, пророссийских образований, которые самостоятельно не могут существовать без поддержки России, не могут вести военные действия без поддержки России. И фактически за них Россия ведет военные действия. Они не являются самостоятельным участником переговоров. Поэтому говорить о том, что якобы Украина договаривается с Донбассом, это не соответствует действительности. Даже сепаратисты не являются полноценным самостоятельным участником переговоров. Дуже дякую вам, И пане Володимире. Украина, и важный момент, Украина ведет переговоры о неконфликтном, мирном возвращении своих территорий. Это касается как оккупированных территорий Донбасса, так и Крыма. Поэтому речь идет об украинских территориях, а не о неком самостоятельном субъекте. Дуже дякую вам, пане Володимире. Володимир Фесенко, політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента, був з нами на прямому зв'язку. К нам присоединяється Ганна Шелест, кандидат політичних наук та член правління Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пані Ганна, вітаю вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Ну что ж, вот вы слышали нашу беседу с Владимиром Фесенко относительно совместных шагов Украины, которые представила в трехсторонней контактной группе. Что вы думаете? Многие поддерживают, другие критикуют. Какая ваша позиция? Ну, один из основных вопросов всегда это реалистичность того, что предлагается. В принципе, там не так много нового, если мы пойдем по основным пунктам. Возврат Украине контроля над границей. Но это то, что прописано у нас в Минских соглашениях, и это тот пункт, против которого Российская Федерация выступает с самого начала, считая, что он последний, а не первый. Выведение боевиков и вооруженных сил с Донбасса, с оккупированной его территории. Тоже это прописано в Минских соглашениях, о которых мы говорим последние 5 лет. То есть фактически мы ставим условия для проведения выборов как раз те самые, которые российская сторона категорически откидывала на протяжении всех последних лет. И на данный момент не до конца для меня понятно, соответственно, реалистичность, то есть на что рассчитывала украинская сторона, когда выдвигала именно эти требования и именно эти предложения к мирному плану. С одной стороны, они подчеркивают неизменность нашей позиции. Понятное дело, что ни о каких выборах невозможно говорить, когда там находятся тысячи военных иностранного государства, когда не обеспечена безопасность, когда невозможно обеспечить избирательный процесс согласно украинскому законодательству. А с другой стороны, конечно же, когда мы выдвигаем подобные требования или пожелания, мы должны понимать, и какая будет реакция с той стороны. Ну, тут, наверное, больше в этом плане украинская сторона определила приоритеты. Сначала выполнение по части безопасности, и потом уже проведение местных выборов. Ну а Россия, как мы знаем, требует диаметрально противоположную позицию. Сначала выполнение политической части, а потом части безопасности. Но тут вопрос, один из самых основных. Нужно ли это России? Пойдет ли она на этот план? Ну, давайте говорить так, это приоритеты Украины, они абсолютно неизменны последние 5 лет. Мы постоянно как раз говорили о том, что вначале безопасность, а потом политические условия, которые прописаны в Минских соглашениях. Другой вопрос, что здесь мы уже говорим о приблизительной конкретной дате выборов и, соответственно, определяем определенные временные рамки, чего фактически не присутствует в самих Минских соглашениях, кроме отдельных статей, там, месяц после разоружения или чего-либо подобного. Но в данной ситуации, скажем так, я абсолютно не верю в то, что этот вопрос можно решить в рамках трехсторонней контактной группы. Ну а то, что касается возврата за границей, невозможен, пока не будет возврата. Ну, мы прекрасно понимаем, что граница, да,
представители ОРДЛО будут воспринимать, что они замкнуты тогда Украиной с двух сторон. Поэтому пока не решится вопрос с тем, а кто же те представители в ОРДЛО, а куда уходят военные, которые на данный момент контролируют ситуацию, то ни о каком возврате контроля над границей с Украиной просто никто не будет обсуждать в этот момент. Ну, мне казалось, что Леонид Кравчук достаточно умеренный политик, который взвешивает свои слова перед тем, как их озвучивать, да, и понимает, что вот те сроки, которые сейчас определили, они нереальны. Тогда зачем, вот возникает вопрос, для чего? Ну, одна из причин, которая может быть, это для того, чтобы все-таки прореагировать на заявления российской стороны. Давайте не забывать, что с той стороны тоже прозвучали определенные предложения, мало говоря, нереалистичные, да, то есть мы вернулись где-то так на ситуацию 2015-2016 года, когда звучали предложения с двух сторон. И в данной ситуации это определенная тоже демонстрация для международного сообщества, что, ребята, мы не отказываемся от проведения местных выборов, мы готовы, но в тех же Минских соглашениях у нас прописано, что они должны пройти согласно украинскому законодательству. Соответственно, давайте отсчитаем как минимум 2 месяца на избирательную кампанию и доступ украинской стороны. Плюс безопасность участков, там, комиссий, списков и так далее. И всем прекрасно понятно, что провести это без соблюдения и контроля Украины над суверенитетом своей территории будет невозможно. Соответственно, когда российская сторона или их прокси в ОРДЛО отказываются от этих условий, то где-то и они в иной раз демонстрируют, что на самом деле они не готовы говорить даже о тех пунктах, которые они подписали много лет назад. Пани Ганна, а если предположить, что Россия идет на этот план действий, мы устанавливаем контроль, осуществляем демилитаризацию и проводим выборы на этой территории, что мы получим в итоге? Не выстрелим ли мы таким образом себе в ногу? Ну, давайте говорить так, что если Российская Федерация вдруг, да, большое такое «если» соглашается на эти условия, то это говорит о том, что Российская Федерация готова уйти из Донбасса. Понятное дело, что она не будет готова уйти оттуда политически, она все равно будет влиять, спонсировать, информационно влиять. Но та же деятельность, которую она и сейчас пытается производить в других регионах Украины через пророссийские, например, некоторые партии. Но это уже будет все-таки другое влияние. Если же Российская Федерация соглашается на эти 2 пункта, то это говорит о том, что она готова как минимум перестать поддерживать военные и готова прекратить конфликт. А дальше, конечно же, начинается самое интересное и самое сложное, потому что просто согласиться о перемирии и даже о возврате этих территорий Украины, это не значит закончить этот конфликт. Российская Федерация за эти 6 лет создала такую ситуацию, что нам теперь необходимо не просто возвращать свою территорию, а нам надо реинтегрировать. Потому что мы говорим тогда и о разграбленной экономике, мы говорим о людях, которые находились в абсолютно другом информационном пространстве, мы говорим о том, что там не было нормального соблюдения законности, да, то есть у нас не было ни нормальной полиции, ни судов, ничего. Необходимо с этим разбираться, необходимо разбираться с системой образования, которая тоже не соответствовала украинской. И таких вопросов мы сейчас можем с вами назвать 100 просто с легкостью. И вот эти вопросы, они намного более сложные, чем просто договориться о возврате контроля над границей. Как вы считаете, когда можно на такой территории уже проводить выборы? Ну, давайте говорить, у нас это когда зависит от первого шага, да? А если мы представляем себе, что вдруг, даже пусть без возврата над границей, там договариваемся, что стоит международный контингент, но выводит Российская Федерация свои войска, должно пройти как минимум 2 месяца для того, чтобы проверить определенную демилитаризацию, да, обеспечить безопасность на этой территории. За 1 день этого невозможно сделать. После того, как мы это подтверждаем, запускается даже не сразу избирательная кампания, а в начале процесс регистрации, проверки тех, кто может голосовать. Вообще, в принципе, придется как минимум принимать отдельный, наверное, законопроект касательно проведения выборов с учетом большого количества ВПО. Потому что вряд ли можно представить, что в течение этих же первых недели-2 1,5 миллиона временно перемещенных особ, которые сейчас живут уже по всей Украине, вдруг возьмут и вернутся. Да? А мы обязаны гарантировать им право избирательное, потому что они не по своей воле покинули эту территорию. И, соответственно, решить, каким образом эти люди голосуют, какой реестр выборцев у нас есть.
И после этого еще иметь как минимум 2 месяца на нормальную полноценную избирательную кампанию, чтобы все могли как бы провести ее согласно законодательству. Ну вот и считаем, что просто даже от момента выведения войск нам понадобится еще, я думаю, что минимум полгода для того, чтобы это были выборы, на которые готовы все потом будут признать. Давайте к следующей теме, к Соединенным Штатам Америки. Там в пятницу завершили уже подсчет голосов во всех штатах. По результатам подсчета победителем президентских выборов становится кандидат Демократической партии Джо Байден. Он набрал 306 голосов выборщиков, а действующий президент Дональд Трамп набрал 232 голоса. Об этом свидетельствуют данные CNN, NBC News, Bloomberg, Washington Post и другие американские средства массовой информации. Президент США Дональд Трамп тем временем признал победу на выборах Джозефа Байдена, но продолжил все же настаивать, что выборы были сфальсифицированы. Об этом он традиционно написал на своей странице Twitter. Давайте его послушаем. Він виграв, тому що вибори були сфальсифіковані. Не було ніяких спостерігачів за голосуванням і підрахунком голосів. Но буквально через несколько часов Дональд Трамп заявил, что все-таки победа Джозефа Байдена является выдумкой СМИ, и написал, что выиграл все-таки он. Я виграв ці вибори. Фейкові ЗМІ постійно пишуть, що Джо Байден обраний президентом, навіть не дозволяючи нам показати, наскільки величезними були порушення норм нашої Конституції на виборах 2020. Вони, можливо, не мали аналогів в минулому. Пани Ганна, что происходит с твиттером Дональда Трампа? Почему такие хаотичные заявления? Твиттер Дональда Трампа — это всегда отдельная какая-то такая вселенная информационная. И если мы вспомним, когда он только был избран на должность президента Соединенных Штатов, даже его команда обсуждала, не стоит ли у него отобрать Твиттер, потому что были дни, когда он там что-то более сотни твитов отправлял, комментируя все, что только можно, и очень эмоционально, что далеко не всегда себе, конечно же, может позволить человек на подобной должности. А в данной ситуации мы понимаем, что это его поток мыслей, который очень соответствует и тому, как он вел последние несколько недель своей избирательной кампании, и каким образом он себя вел сразу после выборов. Поэтому это просто определенная такая квинтэссенция. С самого начала Трамп заявлял, что он не согласится со своим поражением. Было достаточно много заявлений, что или я, или никто, и вообще мы еще посмотрим. И в данной ситуации действительно он говорил и про то, что будет очень много судебных исков, и про то, что он не признает голосование почтой, хотя сам голосует регулярно именно почтой. Это первый год, когда он не голосовал почтой. Поэтому с Твиттером ничего не происходит того, что не происходило бы с самим американским президентом. Уже большой шаг, что он, конечно, хотя бы попытался признать вначале, а потом, как всегда, спихнул, что медиа виноваты, и это они заявили, но это связано с американской системой, потому что юридически все-таки правильнее будет сказать, что изберут Джозефа Байдена только 14 декабря. На данный момент это такая определенная проекция, которую каждые 4 года делают американские СМИ. Она на очень серьезной системе подсчета, модулях базируется. И связана она с тем, какое количество выборщиков, то есть те непосредственные люди, которые 14 декабря будут голосовать уже, в каком штате избрали. Понятное дело, что ни разу эти данные не расходились. Некоторые выборщики имеют право проголосовать за другого кандидата, но в данной ситуации у 2 кандидатов очень большой разрыв для того, чтобы там несколько человек, которые вдруг передумают, сыграли определенную роль. Предлагаю підключити к нашій дискусії Бориса Кушнірука, економічного, енергетичного та фінансового експерта. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Борисе, вітаю вас. Вітаю. Победа Джозефа Байдена – це плюс чи мінус для України, ваша точка зору? Ви знаєте, мені здається, що ми трошки перебільшуємо значення перемоги одного з кандидатів, чи демократів, чи республіканців. Для України надзвичайно важливо зберегти в першу чергу двопартійну
підтримку в Конгресі США, тобто, щоб і Палата представників, і Сенат, в Сенаті була підтримка України, тому що це найбільш важливо, і вони по великому рахунку і визначали всі ці роки, що підтримка України продовжувалася. Вот относительно Северного потока-2 хотела вам задать вопрос, потому что вот в Европе, как известно, многие поддерживали Джо Байдена, и в том числе канцлер Германии Ангела Меркель. И вот некоторые эксперты говорят о том, что, возможно, с приходом Джозефа Байдена Америка начнет пересматривать свою политику, свою позицию в отношении Северного потока-2. Как вы думаете, как сложится при Джозефе Байдене судьба Nord Stream 2? На мій погляд, тут знову ж таки історія складніша, бо вона багатошарова. Є декілька різних пластів цієї проблематики. По-перше, я впевнений, що ті санкції, які плануються ввести додаткові в грудні місяці, вони збережуться. Тобто ті санкції, які будуть введені ще й до компаній, які будуть страхувати ризики, пов'язані з діяльністю на шельфі, а також компанії, які будуть надавати послуги компаніям, які там власники суден, всі ці санкції збережуться і ситуація в цьому плані не зміниться. Інша справа, що для Байдена історія з Північним потоком-2, вона не така суттєва, і, чесно кажучи, я навіть вважаю, що для України вона не така суттєва, тому що після того, як в Європі сформувався дуже потужний вільний ринок зрідженого газу, взагалі газового ринку, зараз можливість для Росії шантажувати і Європу, і Україну газової зброї фактично перестало бути можливим, тому що пропозиції газу на європейському ринку дуже перевищує, значно перевищує, ніж попит на внутрішньому ринку газу, особливо з урахуванням теплих зим і з урахуванням ситуації в економіці в європейській світовій у зв'язку з пандемією коронавірусу. Таким чином, зараз шантажувати Україну точно Європи не вдасться. Інша справа, що потрібно розуміти, що в самих США там же, скажімо, Байден займає більш таку жорстку екологічну політику, буде займати жорстку екологічну позицію щодо сланцевого газу і сланцевої нафти. Не секрет, що його активно підтримували зелені в США, і одним із пунктів якраз була більш жорсткі екологічні вимоги до видобування сланцевого газу, а саме цей сланцевий газ в теорії і має надходити на європейський ринок. Але в даному випадку я впевнений, що завдання буде проблема не в тому, що цей зріджений газ з'явиться, американського походження з'явиться на європейському ринку, просто загальна пропозиція цього газу на світовому ринку, вона зростає і буде зростати далі, особливо за рахунок тих нових можливостей, які виникають внаслідок саме транспортування газу і доставки його на континенти в вигляді зрідженого газу, а потім вже відбувається резагасифікація, тобто коли газ переводиться в газоподібний стан, і йде він до споживачів. Таким чином, на сьогоднішній момент, незалежно від того, чи вдасться добудувати Північний потік-2, хоча це зараз справді вже проблематично, але навіть якщо воно буде добудовано, скоріше за все ми будемо зіштовхуватися з проблемою падіння транспортування території України газу. Але, по-перше, це ще 4 роки точно він буде. І територію України згідно угод, який був укладений під тиском Європи. І фактично Росія була змушена це робити, бо у неї не було оцих можливостей транспортувати газ через Північний потік-2 і через Турецький потік. Тобто там у Росії є суттєві проблеми з можливістю транспортування газу. Таким чином Україна збереже щонайменше 4 роки можливості для транспортування транзитного території України. А за 4 роки, я думаю, що процес цього формування потужного конкурентного ринку зрідженого газу, він фактично зробить неможливим
ті наміри, які взагалі-то і планувалися Росією, коли вона будувалася північний Скажите, і а південний вот поток. с ныне существующими санкциями США в отношении компаний, причастных к строительству Северного потока-2, возможно ли закончить ее строительство или нет? Очень коротко. Вибачте, я вас не почув. Алло, а сейчас? От зараз краще. Вот с нынешними санкциями Соединенных Штатов в отношении компаний, причастных к строительству Северного потока-2, возможно ли достроить этот газопровод или нет все-таки? Очень коротко попрошу. Я не виключаю, що це буде зроблено. Я не виключаю. Хоча на сьогоднішній момент це видається вже не дуже реалістичним. Але я не виключаю, що воно буде зроблено, але це не вирішить для проблему. Ну і що ви збираєтесь транспортувати? Там все рівно буде вимога, щоб половина потужності залишалася вільними. Тобто, насправді, ви навіть якщо отримуєте додаткові 55 мільярдів кубів потужності, ви лише половину зможете з них використовувати. Тобто буде 27. Враховуючи проблеми з потоками, які йдуть через Туреччину, а там Туреччина грається на те, щоб стати самою хабом і починає активно залучати газ, який йде з Ірану, з Азербайджану і Узбекистану і Казахстану, тобто і Туркменістану. Одна із причин взагалі подій в Карабаху – це якраз боротьба Туреччини за можливість забезпечити транзит газу через свою територію, який буде йти в її систему. Таким чином, Росія просто не зможе суттєво вплинути на ситуацію на ринку. Більш того, всі експерти кажуть про те, що вона буде втрачати свою частку на ринку, і обсяг газу, який буде транспортуватися з території Росії, він буде скорочуватися. Дякую. Борис Кушнірук, економічний, енергетичний та фінансовий експерт, був з нами на прямому зв'язку. Чох Саголнес. Пані Ганна, и последнее, что вас хотела спросить. Байден неоднократно указывал на то, что приоритетом во внешней политике будет помощь Украине в сопротивлении российской агрессии. Вот как вы считаете, как это все же будет проявляться на практике? Здесь есть несколько моментов. Во-первых, он говорил о военной помощи, которая продолжится и, возможно, даже усилится. Мы говорим о летальном оружии, и этот вопрос возник в связи с тем, что когда он был вице-президентом при Обаме, все-таки президент Обама был очень осторожен и не хотел предоставлять именно оружие. Он предоставлял много военной помощи, но не оружия. Трамп во время избирательной кампании очень много как раз упрекал демократов в том, что они были слабовольны в 2014 году. И теперь, конечно же, Байдену необходимо будет подтвердить свои слова, сказанные во время избирательной кампании, во время дебатов, что поддержка Украины продолжится именно в военной сфере. Но, как правильно было сказано, что в первую очередь тут важна еще и двупартийная поддержка Конгресса, который и выделяет финансовую, например, помощь, который накладывает санкции на Российскую Федерацию. И здесь будет очень много зависеть от того, какие цифры мы увидим там. Хотя американский бюджет, он все-таки с сентября по сентябрь, поэтому на данный момент мы уже работаем с новым бюджетом, где мы знаем, какие суммы помощи будут Украине на следующий год. Дуже дякую. Чох Саголнес, Ганна Шелест, кандидат політичних наук, член правління Ради зовнішньої політики «Українська призма», була з нами на прямом зв'язку. Но я вынуждена с вами попрощаться. Вы не отключайтесь, оставайтесь первым крымско-татарским телеканалом АТР. Буквально через несколько минут эфир продолжает программа «Прайм» Спиридонов. Не пропустите. Коршкенч.